Обстреливали нас во время сопровождения колонны не раз. Поначалу вот первые месяца было спокойно, но потом уже начали обстреливать все чаще, и пошли первые погибшие ребята. Как начали обстреливать колонну и стали погибать боевые друзья, мы сразу в один миг повзрослели. Сразу. Очень много прослуживших в Афганистане крымских татар, которые награждены боевыми орденами Красной Звезды, медалями за отвагу и медалями за боевые заслуги. Я получил тяжелое ранение, лежал в госпитале полгода. Вот. Мать выхаживала, жена беременная, кстати, ходила. Последние полгода, которые оставались, я писал, что Чехословакия. Они так и не знали. Там была полевая почта, номер части и все. Они не знали. Вдоль дороги на протяжении 240 километров труба идет. По ней перекачивается авиационный керосин на аэродром. И вот наша задача была бесперебойная подача обеспечения войск горючим. Естественно, были диверсии и днем, и ночью. Особенно в ночное время это сильно было. Схема, конечно, была простая. Поджигался трубопровод, повреждался. И с двух сторон засада была. Все это горит. И сама по себе вот этот авиационный керосин, попадая на кожу, вызывал ожоги. Была такая контузия, скажем. В медсанчасти там несколько дней отлежался. И тогда, честно говоря, организм молодой был, он как-то более-менее справился. Но оно как бы сейчас уже дает о себе знать.